Название моего доклада «Формирование ИКТ-компетенции современного учителя». Значит, содокладчик Ермоленко Лилия Николаевна, там моя супруга, прийти не смогла. Значит, доклад из каких соображений появился? Возникают вопросы со стороны учителей, в частности, зачем изучать ИКТ-компетенции, в каком месте это понадобится. Ну и вот возникла идея, может, более предметно, с баллами в этом вопросе разобраться. Ну, надо признать, что до конца я таки не разобрался, но знаем, в какое направление думать. Ну, там можно, ну, увидим. Итак, ну вот два довода, зачем нужны ИКТ-компетенции. Я неправильно написал, да? Значит, первое, это то, что учителя приходят аттестацию, и нужно собирать там баллы, да? Вот даже вот написан номер, номер не такой, да? Ну, я посмотрел в интернете такой, да? И второе, это ФГОС, в котором о ИКТ-компетенциях тоже пишется. А еще потом осознал, надо еще третье написать, как он называется, профстандарт учителя, педагога. Профессиональный стандарт педагога. А он должен стоять на первом. Он должен на первом. А он еще не утвержден или утвержден? Что инженер? Нет, не утвержден. Не утвержден. Видите, сколько новых Нет, он знаков? утвержден, но не введен. Там же апробация сейчас идет. Ну, то есть еще третий пунктик надо, я как это сидел, осознал. А вот выписка, что такое? Тут я привел те пунктики из приказа по аттестации, сколько баллов за что дают. Да? Ну, вот в моем понимании тут четко выходит 14 баллов. Насколько я понимаю, на первую категорию надо 61 или нет? 26, по-моему, сейчас. Другой там? По-новому, да. Ну значит у меня еще поставлено написано, когда 61. Так вот, тут получается, что 16 баллов четко по ИКТ-компетенциям. По мнению не содокладчика моего, ИКТ-компетенции вообще 48 дают, ну там с натяжкой, да? Ну, она расценивает так, что бумаги надо ведь готовить? Надо. А как их с компьютера? Вот она, ИКТ-компетенция тоже нужна. То есть вот такие. Дальше вот тут выписано, сделана выписка из ФГОС. Ну, все можно читать. Так. Не знаю, надо читать, не надо. Я-то не буду. Далее я посидел, пофантазировал, что должен уметь учащийся, с интернетом тоже посоветовался. Ну и вот тут тоже приведено. Да? То есть я еще исходил из соображений, что мы хотим от школьника, а тоже должен уметь делать. Ну, например, такой ну, что должен знать учитель? Что-то у меня меньше получилось. Но тут я сколько-то хочу все-таки прокомментировать. Вот техника безопасности. Пальцем розетки не рисовать, не знаю, там, кофе не проливать и так далее. В моем понимании, что учитель все-таки должен знать основные определения информатики. Тут, опять же, какой же довод? В школе, когда учился, 25 лет назад, но жена была удивлена, что я ей объяснил, что такое валентность. Да? Она была удивлена, да. Значит, мы знаем, что такие части речи есть и так далее. То есть мы же из других областей тоже знаем. Почему учитель не информатик, определение из информатики не нужно? Должен знать. Да? Дальше общее представление о возможностях. Нет, вот даже в первом. Для чего общее определение, общее понятие знать, чтобы, ну, опять же, какие-то глупости не говорить. Да? То есть, например, там, пошли мне фильм по электронной почте. Да? То есть все же осознают, что это как-то глупо звучит. Или, ну и так далее. Или говорят, перешли мне деньги по электронной почте. Дальше общее представление о возможностях использования и так далее. То есть это что знать, ну тут что уметь, да? Значит, первый пунктик – организовывать личное информационное пространство. Я столкнулся, ну, с близкими педагогами общаюсь. Жена педагог, сестра педагог, другая сестра педагог. Вокруг хватает, да? То есть документ бывает еще людям все-таки
умеет создавать, да? А иногда скопировать, заархивировать, ну, может, это не надо, все равно не все умеют. Так, Если участвовать в конкурсах по всей, то это надо уметь. Какой сейчас предлагает? Архивировать теперь не актуально, теперь благо, что... актуально, актуально. То есть не раз было, что мой соавтор меня просил, вот тут мне прислали файл, не могу открыть. Помоги, пожалуйста. Я помогал, пожалуйста. Так. Ну вот я в конце написал, что я знаю, что есть такой профессиональный стандарт педагогов. То есть вчера я тоже знал. Написано, что полный список компетенций можно найти в профессиональном стандарте. То есть я его тоже полистал, то есть я его знаю. Но все компетенции можно разбить на 3 группы: общепользовательские, общепедагогические и предметно-педагогические. Да? То есть к тому, что учитель должен знать вообще, как компьютер включается, это первое. Общепедагогическую презентацию подготовить, материал какой-то накатить. А предмет педагогический здесь подразумевается что-нибудь узкоспециализированное. Да? Либо программа для проведения виртуальных опытов, например, либо программа для создания музыки на компьютере. У Ильи Ивановича усовую такую не писали. Ну, то есть разные бывают. Да? Ну и, собственно, где эти компетенции формировать? Да? То я вот выделил 3 направления формирования компетенций. Значит, первое, это все-таки будучи студентам нужно учиться. Да? То есть как раз формируются общепользовательские компетенции. Ну а дальше, во-первых, это через систему повышения квалификации. Причем она должна быть, в моем понимании, системная. Ну, системная. Дальше. Нет, повышение квалификации имеется в виду, что у меня создается впечатление, что нередко повышение квалификации бывает по схеме, ну я сталкивался. Ой, вот там, на мой взгляд, классный курс, давай ты поедешь. Ну, то есть они внезапно возникли и внезапно допустим. И бывает... А? Почему? На автобусе в другую часть города. Сейчас его маю. Ну даже в школе, да? Да. А нужно ли человеку это или не нужно? Ну, бывает и не спрашивают. Да? Ну, люди ходят, потому что будет галочка. Я сам по такой схеме пару раз ходил. Да. Ну и в моем понимании одно из самых важных — это собственное развитие. Профессиональное, личностное развитие. Не знаю, есть такой термин или нет. Где-то стащил. То есть человек сам собой должен заниматься. Ну и я, как всегда, фанат того, что один из способов развития, а как поставить себе задачу развиваться? То есть вот вы поставите задачу, хочу развиваться, пошел развиваться. Что значит пошел развиваться? Тоже вопрос, да? Ну и вот один из моих тезисов, который я двигаю много лет, что у каждого человека должен